Появилось какое-то зарево, случился какой-то хлопок. Дети очень закричали сильно в кухне. Поле, куда предположительно упал снаряд, уже разровняли. Несколько взрывов, и, пожалуйста, можно сказать, что Крым потенциально опасный. Под этим соусом они могут выслать нелояльное к Российской Федерации население. Вот в этот период при проведении весенней призывной кампании есть определенная настороженность. Ми розробили інструкції такі короткі про те, яким чином можна якимось чином уникнути призиву. Каким образом на территорию курортных городов Ялты, Алушты, Ливадия приезжают в Мариуполь? Город просто забит машинами с украинскими номерами. Он обвиняется в причинении побоев пенсионеру из-за наклейки буквы «Z» на его машине. Задержали 60-летнюю женщину, подозреваемую в осквернении могилы. Я не исключаю, что в ближайшее время они могут совершить настоящий теракт. В Крыму введен особый режим. Формально это звучит «высокий желтый уровень террористической опасности», заявили российские власти Крыма. Он вводится на 15 суток с 11 апреля 2022 года на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов, сообщил российский глава Крыма Сергей Аксенов. Объяснил это тем, что, цитирую, в связи с проведением вооруженными силами России специальной военной операции и возможными провокациями пособников киевского режима более актуальными становятся вопросы антитеррористической защищенности республики и ее граждан. Конец цитаты. В комментариях к посту Аксенова о желтом уровне опасности часть крымчан пишут о том, что их больше волнуют высокие цены. Но многие требуют или просят на время перевести школы на дистанционное обучение, закрыть детсады и не пускать в Крым людей с материковой части Украины. Спасибо вам, Сергей Валерьевич, Путину В и военным за мирное небо над головой Z. Дайте людям Крыма внятный и достойный ответ, каким образом на территорию курортных городов Ялты, Алушты, Ливадия приезжают в Мариуполь. Город просто забит машинами с украинскими номерами. Машины не дешевые. По съемным квартирам. Знаете, сколько их? В школах и детсадах нет нормальной охраны. Сидят дедушки и бабушки с тревожной кнопкой. Чего вы ждете? Повторение Керчи? Но сейчас ситуация гораздо серьезней. Родственники с материка боятся к нам ехать. В открытую весь материк говорит, что вас заполонили террористы. Скоро поедем в Крым, к себе домой, где полнейший бардак. Машины бьют, портят Z, людей бьют. Все факты зафиксированы, это не сплетни. Вчера в Евпатории знакомым специально въехала в машину гражданка Украины. Над Красноперекопском наши ребята сбили разведывательный беспилотник. А где гарантии, что террористы не попадут на территорию Крыма? Среди наших военных тоже могут быть предатели, которые могут их пропустить. 11 апреля в Крыму сообщили, что сообщения о минировании получили школы и больницы. Первоначально речь шла о 3 школах Симферополя, поликлинике и больнице Феодосии. Затем стали добавляться еще школы, в итоге их число достигло 14. Детей эвакуировали. Вот видео телеграм-канала «Крымский ветер». Школа номер 2. Опять эвакуация. Опять эвакуация детей. Не успели привезти, даже первого урока сегодня не было. И звонят, выбирайте детей. Вот стоят здесь. Скорее всего, опять ложная тревога. Глава Крымско-татарского ресурсного центра, член Меджлиса Искандер Бариев отмечает, что это происходит уже не в первый раз. Такие же случаи фиксировались в марте. В некоторых школах детям даже не дали надеть верхнюю одежду. Он считает, что такие акции – это намеренное нагнетание России атмосферы страха в Крыму. Есть у них скажем так, проколы в этих их действиях, потому что в ряде школ наблюдали такие случаи, когда детей выводят, даже не дают им одеться. Помните, в начале марта это было совсем холодно, но тут же некоторые учителя там снова заходят в классы. То есть, по сути дела, если выводят детей, но получается не жалко учителей. У людей возникает нервозность, люди начинают выходить на улицы, люди начинают общаться между собой. И, конечно же, тут же, я думаю, работают и их спецслужбы, натравливая против Украины. Вторая задача. Я не исключаю, что в ближайшее время они могут совершить настоящий теракт.
И вот под этим соусом они попытаются преподнести, что подобный теракт совершили украинские диверсанты. Или еще хуже, если они будут говорить о том, что украинские диверсанты условно украинского или крымско-татарского происхождения. Накануне этого 10 апреля подконтрольные России СМИ распространили информацию о том, что на севере Крыма силами ПВО якобы был сбит украинский беспилотник, и от этого пострадали стекла в 2 домах и школе в селе Таврическое Красноперекопского района. Появилось какое-то зарево, случился какой-то хлопок. Я даже сразу не поняла, что это. Я думала, может быть, котел газовый взорвался или что-то. Дети очень закричали сильно в кухне. По приезде мы осмотрели в вечернее время здание, обнаружили ориентировочно 15 разбитых стекол. Некоторые были серьезно повреждены, были сквозные повреждения. Буквально через несколько часов российская госсми «Вести Крыма» опубликовала совсем другую версию, поскольку ее поменял Следственный комитет России. Там уже заявили не о беспилотнике, сбитом ПВО, а о снаряде. Примечательно, что к моменту смены версии поле возле села было зачищено, и увидеть, что именно там было, не смогли и пропагандисты. Поле, куда предположительно упал снаряд, уже разровняли. И сейчас по поручению Александра Бастрыкина сотрудники Следственного комитета дадут юридическую оценку произошедшему и попытаются установить всех причастных к этому событию. В комментариях к этим видео звучат и возмущения по поводу смены версий. Так определитесь уже. Было видео, что это беспилотник. Опять пишете, что это снаряд. Ну что за бред? Глава Крымско-татарского ресурсного центра считает, что Россия может попытаться создать в Крыму искусственную атмосферу опасности, чтобы под этим предлогом выслать неблагонадежных крымчан. В 2021 году они внесли изменения в закон и дополнения, куда они внесли пункты о принудительной эвакуации. Принудительная эвакуация может совершаться на тех территориях, которые потенциально опасны. И вот здесь, когда мы говорим о потенциальной опасности, ну, во-первых, несколько взрывов, и, пожалуйста, можно сказать, что Крым потенциально опасный. Кроме того, Крым находится на приграничной территории, является приграничной территорией с активными боевыми действиями. Под этим соусом они могут выслать нелояльное к Российской Федерации население. И из истории мы знаем о таких случаях, о таких действиях, когда они выталкивали нелояльную часть населения Крыма для того, чтобы провести полную зачистку и полностью контролировать. Потому что для любого колонизатора очень важно, чтобы нет народа, нет проблем. С 1 апреля на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя российские власти начали очередной незаконный призыв на срочную военную службу граждан Украины. Вопреки уже признанным Россией существованию фактов отправки срочников на войну, в Крыму такую возможность отрицают. Количество уклонистов растет или все-таки уменьшается? С каждым годом количество уклонистов уменьшается. Вот сейчас, вот в этот период, при проведении весенней призывной кампании, есть определенная настороженность. И она понятна со стороны родителей, боязнь, что их детей могут отправить для участия в проведении специальной операции. Но я хочу всех успокоить. И, как сказал наш верховный главнокомандующий, ребята туда, которые будут проходить службу по призыву, направляться не будут. В представительстве президента Украины в Крыму сообщают, что оккупационные военкоматы обзванивают украинских граждан на полуострове, в том числе студентов украинских вузов, которые оказались в Крыму на момент полномасштабного вторжения, и требуют от них прибыть в российские военкоматы. Почали приходити повістки до військкоматів з наполегливим проханням, називаємо це так, прийти до військкоматів, там відмітитись. І, звичайно, що ми не виключаємо, що дані особи, українські громадяни, можуть бути призвані до російської армії і, відповідно, потім відправлені на війну. Ми розробили інструкції такі короткі про те, яким чином можна якимось чином уникнути призиву, да, це там змінити місце проживання, змінити номери телефонів, там сім-карток, намагатися виїхати з території півострова. І, власне, питання виїзду з території півострова, особливо від людей призивного віку, це, напевно, що найчастіший запит до представництва президента.
Как сообщает представительство президента Украины в Крыму, подконтрольный России Минздрав Крыма обратился к медучреждениям для привлечения врачей полуострова на работу в ОРДЛО. Окупаційні адміністрації, звісно, що не без наказу з боку Російської федеральної влади звернулися листом до закладів охорони здоров'я. З наших джерел ми знаємо, що незважаючи на те, що це називається добровільно, лікарі побоюються, що їх будуть відправляти фактично в примусовому порядку на такі дії. Тому, звісно, що ми радимо лікарям намагатися відмовитись від такої добровільної поїздки і не підтримувати, власне, цю пропагандистську машину Кремля, коли вони говорять, що і цивільне населення, і всі підтримують так звану спецоперацію, а по факту війну проти України. 8 апреля ФСБ сообщила, что в Джанкое задержан житель Херсона, которого обвинили в участии в продуктовой и энергетической блокадах Крыма. Как выяснилось позже, речь идет об Арсении Ибраимове, которого задержали 6 апреля. И по данным украинского омбудсмена, 2 суток от него требовали под давлением признания в том, что весной 2016 года он якобы вошел в состав крымско-татарского добровольческого батальона имени Намана Челебиджихана. Арсен Ибрагимов, он является жителем Херсона. Он буквально до его задержания женился на девушке из Новоалексеевки. И они, проведя определенные процедуры, они не делали в связи с этими событиями свадьбу, они решили просто проскочить в Крым к родственникам, для того, чтобы с родственниками пообщаться после женитьбы. И как раз на административной границе его арестовали. 8 апреля подконтрольный России Симферопольский районный суд арестовал Арсена Ибраимова на 2 месяца по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 208 Уголовного кодекса «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». 6 апреля в Севастополе на аллее возле школы номер 6 появилась арт-инсталляция. Неизвестные написали на скамейках названия пострадавших от российской агрессии украинских городов. Надписи складываются во фразу «Киев», «Харьков», «Буча», «Мариуполь», «Что потом?». Через несколько дней антивоенные надписи закрасили. Как сообщает телеграм-канал «Крымский ветер», в ПГТ «Раздольное» на одном из зданий разместили буквы «З» и «В», но уже через день сняли, как объяснили в администрации, чтобы хулиганы стекла не разбили. А в Евпатории символ «З» нарисовали с размахом на стене дома при помощи промышленных альпинистов. Севастополец у Парка Победы срезал баннер с символом «Z». О нем тут же заявили, мужчину задержали, сообщает телеграм-канал «Крымский ветер». Севастопольца оштрафовали на 30 тысяч рублей. В Севастополе 36-летнего горожанина принудили выплатить 140 тысяч рублей компенсации морального ущерба за пощечину автовладельцу с буквой «Z» на борту. Как мы сообщали, в середине марта 2 мужчин увидели в своем районе автомобиль с символом «Z». Один из них зашел в магазин выяснить, чья машина, и дал пощечину ее хозяину. Российские полицейские устроили целую силовую операцию по захвату горожанина. И тогда, и сейчас пропагандистские СМИ говорят об этом как об избиении пенсионера. Хотя на видеокамеры наблюдения четко видно, что речь идет об одной пощечине. Он обвиняется в причинении побоев пенсионеру из-за наклейки буквы «Z» на его машине. Следком России передал дело в суд, и мужчине может грозить срок до 2 лет тюрьмы, поскольку его обвиняют по статье 116 Уголовного кодекса России, а именно, цитирую, «причинение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, совершенных по мотивам политической ненависти и вражды». Конец цитаты. В Судакском регионе арестовали пенсионерку, которую обвинили в осквернении могилы российского моряка, участвовавшего во вторжении на материковую Украину. Произошло это в селе Солнечная долина. Имя и фамилия пенсионерки, как и то, что именно она сделала, не разглашают. Но издание «Комсомольская правда. Крым» заявляет, что на фотографии российского военного на кладбище были выколоты глаза. По информации этого пропагандистского СМИ, женщина живет в этом же селе. Ее нашли по записям камеры видеонаблюдения. Российские силовики распространяют запись с пенсионеркой со скрытым лицом, где она якобы сознается. До этого я слышала, что похоронят
участника этой операции. Ну и на могиле была фотография в военной форме. Поняла, что это его могила. 60-летней крымчанке угрожают тюремным сроком. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 244 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Согласно санкции статьи Уголовного кодекса, ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. И еще один скандал в Севастополе. Добровольца, отправившегося воевать на стороне России на Донбасс, уволили из МЧС. Как сообщает пропагандистская СМИ «Политнавигатор», это некий Валерий Тысленко. Пропагандисты заявляют, что подконтрольный России глава МЧС Севастополя незаконно уволил Тысленко, который оформился добровольцем через военкомат. Данные севастопольца находятся в списках информационного портала «Миротворец» с 2016 года. По данным ресурса, воевать на Донбасс он ездил неоднократно.